Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе отвод вооружений на востоке Украины, танки покидают линию соприкосновения. Президент Обама одобрил новое наступление ИГИЛ, утверждает «Нью-Йорк Таймс». Москва сообщает о десятках новых боевых вылетов в Сирии. Шахтеры перекрывают трассы на западе Украины, предприятия остановлены. Мы начинаем с новостей из Праги. Катерина, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Отвод военной техники в Украине. В рамках Минских соглашений официальный Киев отводит вооружение с линии соприкосновения. Танки уезжают, вместо них солдатам привозят мелкокалиберные гранатометы. Подробности узнавали наши корреспонденты. Это первая колонна танков, которую украинские военные отводят в тыл. Сегодня мы наблюдали отвод танков 24-й отдельно механизированной бригады с позиций, которые они занимали, согласно Минским договоренностям, на новые рубежи. Стоять танки будут в 15 километрах от фронтовой линии. И если противник будет наступать, за полчаса они вернутся на поле, уверяют военные. В следующие 14 дней с позиции уберут минометы и другую артиллерию. На место тяжелого вооружения пришлют стрелковое оружие и гранатометы. На боевых позициях остаются бронетранспортеры БМП-1, БМД, которые не обсуждались в международных договоренностях. А также остается стрелковое оружие. Это гранатометы, автоматы, пулеметы, крупнокалиберные пулеметы, которые тоже достаточно сильны и в исправном состоянии. Когда в Луганской области отведут всю тяжелую технику, аналогичный процесс начнется в Донецкой области и в так называемой ДНР. Инна Вареница, Александр Касаткин. Настоящее время. Об отводе вооружений отчитываются и в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Власти так называемой ЛНР тоже начали отвод танков от линии соприкосновения. Согласно Минским соглашениям, тяжелую технику необходимо отвезти не меньше, чем на 15 километров. Отвод вооружений займет 41 день. После танков должен настать черед артиллерии и минометов. За ходом операции следят наблюдатели ОБСЕ, но даже они пока не готовы разглашать подробности. Мы наблюдаем над соблюдением приложения к Минскому договору. До сих пор все нормально. Спасибо вам. Что именно вы увидели? Без комментариев. Без комментариев. Технику, которая выводится. Отвод вооружений стал возможен после того, как лидеры стран Нормандской четверки договорились о конкретных сроках проведения операции. О том, что еще обсудили три президента и канцлер на встрече в Париже, наш корреспондент Жанна Беспечук. Петро Порошенко свое заявление для прессы начал с того, что четверка договорилась о гарантиях доступа для миссии ОБСЕ ко всем территориям, контролируемым ДНР и ЛНР, и к украинско-российской границе на востоке. Границу ОБСЕ до сих пор мониторить практически не могла. Проблему же проведения местных выборов на Донбассе после переговоров в Париже Петро Порошенко прокомментировал так. Это абсолютно тверде и четкое наголошение. Важный вопрос, который удалось провести, это абсолютно четкое признание со стороны всех участников недопустимости проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября. Едва ли не наиболее конкретным в своих заявлениях среди квартета глав государств на парижской встрече оказался Франсуа Олланд. Он четко сказал, что местные выборы на Донбассе должны пройти на основе некого отдельного закона. Как только с ним определятся, то на организацию выборов выделят 80 дней. Выборы 18 октября не могут быть поддержаны, но местные выборы необходимо провести. Для этого должен быть принят избирательный закон. Кроме того, говорил Франсуа Олланд и об амнистии для сепаратистов. Она, по его словам, должна была бы совпасть с местными выборами. После долгих и сложных переговоров Петр Порошенко на вопрос о том, означают ли достигнутые договоренности конец войны, ответил. Это означает, что я перемирие. Они означают, что существует перемирие. Война будет окончена тогда, когда будет освобожден последний кусочек украинской земли. Касательно же четвертого участника нормандского формата, российского президента Владимира Путина, то он уехал из Елисейского дворца, не дав комментариев вовсе. Понедельник стал 6-м днем российской военной операции в Сирии. Юля, ждем от вас подробностей.
Спасибо, Катя. Москва рапортует о все новых успехах по уничтожению военной техники, бункеров и боевиков ИГИЛ, демонстрируя кадры с беспилотников. Между тем, насколько серьезный ущерб нанесен позициям исламского государства, проверить невозможно. Террористическая группировка явно в противовес сообщениям о своих поражениях заявила об уничтожении очередного античного памятника в Пальмире. Кроме того, из Сирии приходят сведения об акциях против вмешательства России в конфликт. Роман Мамонов обобщил последние сводки. В российском Генштабе, похоже, в полной мере взяли на вооружение методы информационной войны. Минобороны теперь оперативно выкладывает на YouTube ролики с очередными авиаударами по неким целям в Сирии. По официальным сводкам, только за последние сутки российские самолеты совершили 25 вылетов и нанесли удары по 9 объектам группировки «Исламское государство» в провинциях Хомс и Идлиб. По сообщениям Минобороны, уничтожен узел связи боевиков, несколько складов боеприпасов, военная техника, а в окрестностях Эр-Растана ликвидирован командный пункт террористов. Насколько сводки Генштаба соответствуют действительности – вопрос. Разглядеть что-то в деталях на этих видеороликах невозможно, а противники Асада утверждают, что российские истребители бомбят не боевиков, а объекты умеренной оппозиции. Целями их ударов становятся гражданские объекты, а не цели ИГИЛ. Они бомбят регионы к северу от Хамы и Идлиба, и горные районы, но там не было и нет боевиков исламского государства. Это была безопасная территория под контролем свободной сирийской армии. В России, впрочем, все обвинения в свой адрес отвергают и заявляют, что вообще ничего не знают о местонахождении сил умеренной оппозиции. Говорили о свободной сирийской армии, но эта структура какая-то уже фантомная. По крайней мере, я попросил Джона Керри, чтобы они нам дали какую-то информацию, где эта свободная сирийская армия, кто ей руководит. Мы даже будем готовы, если это действительно сохраняющая какую-то свою дееспособность вооруженная группа патриотической оппозиции, состоящая из сирийцев, мы готовы с ней контакты установить, мы этого не скрываем. Но пока вот нам никто не рассказал, где и как эта свободная сирийская армия функционирует, либо где и как функционируют другие отряды умеренной так называемой оппозиции. Тем временем Вашингтон, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», готовит вместе с союзниками новое наступление на позиции исламского государства в провинции Ракка. Она считается главной базой террористов. По данным источников в Белом доме, Барак Обама уже одобрил прямые поставки боеприпасов и даже некоторых видов вооружений отрядам сирийской оппозиции. Предполагается также увеличить интенсивность авиаударов. Пока Москва и Запад спорят об эффективности бомбардировок, сами боевики ИГИЛ уничтожили еще один памятник древности. В Пальмире они взорвали триумфальную арку, простоявшую тут почти 2000 лет. Роман Мамонов, в настоящее время, Вашингтон. Тем временем руководство НАТО выступило с предупреждением в адрес России, а Вашингтон начал срочные консультации с Анкарой после того, как турецкие истребители перехватили российский военный самолет, вторгшийся в воздушное пространство Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал эти действия российских военных неприемлемым нарушением турецкого воздушного пространства. Глава Пентагона Эштон Картер пообещал полную прозрачность расследования бомбардировки военного госпиталя в афганском городе Кундузи. Как сообщили представители организации «Врачи без границ», количество погибших вследствие воздушного удара американских ВВС по больнице ВБГ в минувшую субботу составило 23 человека. При этом организация отвергла утверждение официальных лиц Афганистана о том, что из здания больницы вели огонь боевики Талибана. Представитель американских военных сил в Афганистане заявил, что удар с воздуха, нанесенный США, мог привести к побочному ущербу для находящегося поблизости медучреждения. В воскресенье «Врачи без границ» сообщили об эвакуации своих сотрудников из Кундуза. Президент Обама выразил, цитата, «глубочайшие соболезнования в связи с гибелью и ранениями врачей и других гражданских лиц в результате трагического инцидента». Агрессивная политика России, миграционный кризис, а также действия так называемого исламского государства выявили несовершенство принципов, которые до сих пор скрепляли государства Евросоюза и НАТО. По мнению большинства аналитиков на Западе, в мире возникла новая геополитическая реальность, и западным союзникам необходимо срочно выработать единую стратегию на ближайшие десятилетия. Этой теме был посвящен крупнейший в США форум по восточноевропейским вопросам, проведенный в Вашингтоне Центром анализа европейской политики. В нем приняли участие сразу несколько президентов и министров иностранных дел стран Восточной и Центральной Европы. С места события рассказывает Вадим Оленичев.
Угрозы с востока и с юга грозят дестабилизировать всю Европу, если срочно не принять коллективные меры. С такого призыва открыли форум в Вашингтоне руководители Центра анализа европейской политики, сокращенно СЕПА. С начала года, по данным Центра, только через Средиземное море в Европу прибыли 350 тысяч беженцев и мигрантов. Еще 3000 погибли в пути. В следующем году на европейский континент должны переселиться еще 850 тысяч человек. Это значительно изменит социально-политический ландшафт Европы. Другая серьезная угроза – это военный конфликт в Украине, который, по данным СЕПА, стоил уже 8 тысяч жизней. Геополитическая конкуренция с развалом Советского Союза никуда не исчезла. Россия на сегодняшний день оказалась в выигрышном положении, потому что демократический Запад недооценил решимость Кремля. Мы приучили себя думать, что те, кто идет наперекор ходу истории, или в конце концов присоединяются к нам, или обязательно проиграют. Поэтому мы до сих пор считали, что совсем не обязательно иметь стратегию борьбы или даже конкуренции с ними. Все это оказалось фантазией. Политика Кремля продемонстрировала миру, что государства с репрессивным режимом по-прежнему могут позволить себе нарастить военную мощь, заткнуть глотку оппозиции и перекроить свои границы в ущерб странам-соседям. Аннексия Крыма поставила перед европейским сообществом новый вид угрозы – гибридную войну. Имеется в виду не только угроза применения военной силы, но и оказание экономического давления, усиление энергетической зависимости при нехватке ресурсов, использование коррупции, похищений, кибератак и политической пропаганды. Мы знакомы со всеми этими средствами уже давно. Однако новыми компонентами являются глобальный доступ к современным технологиям и растущая взаимозависимость различных государств. Растущие масштабы международных конфликтов, утверждают руководители Объединенной Европы, требуют того, чтобы западная коалиция повысила свою ответственность за поддержание стабильности в мире. Хотя в военном отношении трансатлантическое сообщество является достаточно сильным, отмечается, что сегодня оно может подвергнуться атакам на ключевые объекты инфраструктуры, финансовые рынки и даже общественные устои. Главной целью общеевропейского сообщества, считают многие лидеры Восточной Европы, должно стать обеспечение коллективной безопасности. Размеры и мощь отдельного государства, говорят они, уже не играют такой роли. И защиту от новых угроз может обеспечить только стратегическое партнерство. На кону, соглашаются главы государств и правительств, съехавшиеся в Вашингтон, само существование социально-политического государственного устройства по западному образцу. Как отметили участники форума, Европа не может больше играть роль генератора кризисов, как это не раз было в 20 веке. Вот почему лидерам по обе стороны Атлантики необходимо срочно выработать общую геополитическую стратегию, отвечающую требованиям времени. И Соединенные Штаты с их мощью и влиянием должны взять на себя роль лидера, который способен повести за собой союзников. Вадим Оленичев, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Жители Беларуси обеспокоены военным присутствием России в стране. Катерина, продолжайте. Спасибо, Юля. Действительно, несколько сотен сторонников белорусской оппозиции провели в Минске акцию протеста против размещения российской авиабазы на территории страны. Идея открытия авиабазы в Беларуси принадлежит Сергею Шойгу. Российский министр обороны обсуждал ее 2 года назад. Развертывание объекта должно пройти в соответствии с соглашением между двумя странами о совместной защите границ и воздушного пространства. По замыслу Шойгу база будет служить для размещения истребителей Су-27. Будем противостоять войне! Войне! Нет! Войне! Нет! Войне! Нет! Несанкционированная манифестация против размещения российской военной базы на территории Беларуси прошла на главной площади Минска. Участники акции считают, что открытие иностранной военной базы идет вразрез с Конституцией страны, в которой прописано стремление Беларуси к нейтралитету. Эта база может стать тем, чем стала российская база в Крыму. Мы этого с вами не можем допустить ради будущего Белоруссии, ради будущего наших детей. Лично я против российских военных баз на территории Белоруссии. Это очень серьезный вопрос, его должен решать народ на референдуме. Пока в столице проходят митинги против российских военных баз, вся остальная страна готовится к выборам белорусского президента. На работу с избирателями у кандидатов осталось 5 дней. Дальше день тишины, когда любая агитация запрещена. И в воскресенье, 11 октября, люди должны будут сделать свой выбор. О том, что думает действующий президент про веб-камеры на избирательных участках, о настроениях жителей и непримиримой оппозиции в репортаже Александра Силича. На улицах белорусской столицы теперь тишь да гладь да божья благодать. Давно исчезли пикеты по сбору подписей, на которых можно было увидеть запрещенный в Беларуси бело-красно-белый флаг.
В том, что касается политики, город спит. Его сон, правда, на днях был нарушен акцией оппозиции. Мы сейчас пробуем уменьшить уровень страха страны. Мы расширяем территорию свободы, потому что Лукашенко забрал все. У местной прессы, например, которая более чем на 90% является государственной или отстаивает государственную точку зрения, совсем другие задачи. Первая задача – заверить всех в том, что выборы в стране есть, и они происходят. Вторая – единственный пристойный кандидат – это Александр Лукашенко. И третья задача – что все остальные кандидаты – это несерьезно. Имитацией считают грядущие выборы и значительная часть минчан, с которыми удалось поговорить на улицах. Ничего не ожидаю. Потому что это все время одно и то же у нас. Это сплошной обман, эти выборы. Мне кажется, это все просто игра. Считают многие минчане игрой, чьи правила разработаны сверху, и работу избирательных комиссий, которые будут подсчитывать голоса, и местные правозащитники. В участковые избирательные комиссии было включено только 6% от предложенных оппозиционным партиям, что, кстати, намного меньше, чем в 2010 году. Не собирается вносить никаких ноу-хау в работу будущих избирательных комиссий и действующий президент страны. Любые вопросы касательно, к примеру, установки веб-камер в помещении подсчета голосов вызывают у него малоадекватную реакцию. Слушайте, да не будьте вы наивными людьми. Веб-камеры эти, поставите вы в угол веб-камеру. Человек встал и считает эти голоса, как надо посчитает, даже не как надо. В бюллетене напишет, я возглавлял комиссию в детстве. Александр Силич, в настоящее время, Минск, Беларусь. Очередной митинг протеста в Кишиневе завершился столкновениями с полицией. Несколько десятков активистов попытались прорвать кордон и войти в здание парламента, но им это сделать не удалось. По оценкам полиции, в акции участвовали около 3000 человек. Организаторы заявляют, что на митинг собрались десятки тысяч. Протестующие продолжают требовать отставки президента и правительства, проведения всенародных выборов и, главное, возврата пропавшего из банковской системы миллиарда евро. Пока протестующие требуют вернуть миллиард, в Молдове сорвались очередные переговоры с Международным валютным фондом. А значит, денег на поддержание валютных резервов страна пока не получит. Последняя программа сотрудничества с МВФ завершилась в 2013 году. Чем грозят республике затянувшиеся переговоры, в нашем следующем сюжете. С 2010 по 2013 годы Молдова получила финансовую поддержку от МВФ примерно в 490 миллионов долларов. Деньги были предоставлены республике на специальных правах заимствования. С 2014 года Молдова предпринимает попытки продолжить сотрудничество. Сперва переговоры срываются из-за предвыборной ситуации, затем в отставку уходит премьер Кирилл Габурич, и фонд отменяет свой визит в Молдову. Теперь же переговоры срываются из-за неожиданного заявления главы Нацбанка Дарина Драгуцану, который сообщает о своем уходе. Пришло время политикам самим взять на себя ответственность за Национальный банк и доказать, что они могут справиться лучше меня. Неожиданный шаг главы Нацбанка в преддверии визита столь важных для стабильности бюджета страны гостей вызвал недоумение у премьера страны. Примечательно, что представители делегации МВФ тогда уже летели в Кишинев. Очень странно, что глава Нацбанка принял такое решение именно сейчас. Это подозрительно. Ведь как раз сейчас нас посещают представители МВФ. Между тем, ситуация с бюджетными доходами усугубляется. Спрос на государственные ценные бумаги падает, а процентные ставки по ним растут. Подписание меморандума с фондом позволило бы разблокировать финансирование бюджетных проектов зарубежными партнерами. В противном случае стране придется сократить инвестиции. Представители МВФ приехали в Молдову для переговоров о дальнейшей программе поддержки, но пока это лишь ознакомительный визит. Примечательно, что без меморандума с МВФ Молдова не смогла получить и кредит от Румынии. Речь идет о 150 миллионах евро сроком на 5 лет. В МВФ сложившуюся ситуацию, а также ход переговоров с Молдовой пока комментировать не стали. Работа шахты Нововолынск, первая на западе Украины, приостановлена из-за забастовки. Даже временная остановка предприятия чревата обвалом брошенных забоев. Но у шахтеров нет выбора. Они требуют погасить долг по зарплате. Подробнее мой коллега Дмитрий Леонтиюк. Угольные шахты едва ли не единственное место, где в приграничном Нововолынске люди могут официально заработать на хлеб. Вот только и $200 в месяц, а именно столько платят шахтерам, люди не видели еще с июня. 20
20% за июль выплатили и 25% за июль. Это все. И этого удалось добиться, объявив страйк на предприятии. Но сами протестующие капли в море решили не довольствоваться и перекрыли трассу Ковель-Львов, что соединяет соседние Львовскую и Волынскую области. В мое время они все в КПЗ уже давно сидели. Я еще при Советском Союзе на шахте работал. Я ставлюся, як перекрили. Перекрили, то может, оно и правильно, что перекрывают. Людям ведь зарплату не платят. Но я считаю, что нужно машины с продовольствием пропускать. Я работаю на госпредприятии и не имею права стоять, ведь там люди ждут продовольствия. Шахтеры с водителями таки договариваются. Каждые 15 минут в обе стороны митингующие пускают по 3 автомобиля. Перекрытие дороги называют ничем иным, как шагом отчаяния. Дальнейшая наша акция. Мы едем на Киев и будем объявлять голодовку под администрацией президента. Но даже страйкуя на трассе, шахтеры с опаской думают о том, что забой может прийти в негодность. А значит, добившись страйком своего, рабочего места, куда можно было бы вернуться, просто не окажется. Забой сейчас стоит на демонтаже, и забой начинает сжимать породы. А значит, там можно все и оставить, все оборудование. А если так случится, то шахта закроется. Уже сейчас на возобновление ее работы нужно как минимум 3 недели. Это если государство погасит 12 миллионов гривен зарплатного долга, а шахтеры вернутся в забой. В противном случае 400 сотрудников шахты останутся на улице. Дмитрий Леонтьюк, Украина. Настоящее время. Далее у нас эфир из Вашингтона. Российские власти заинтересовались американской программой помощи малоимущим. Юля, продолжайте. Спасибо, Катя. Это действительно так. И причиной тому называют рост цен на базовые продукты и инфляцию в России. О том, как работает система продуктовых талонок в США и как это может быть реализовано в России, репортаж Ануша Витисян. В этом центре социальной помощи города Арлингтона, расположенного недалеко от американской столицы, каждый день выстраивается очередь. Безработные или люди с низкими доходами приходят сюда в надежде получить доступ к федеральной программе помощи малоимущим семьям. В Арлингтоне, который считается экономически благополучным городом, каждый месяц за помощью обращаются приблизительно 250 человек. Таким образом, часть жителей города получает возможность прокормить себя и семью благодаря программе льготной покупки продуктов, которая действует в Соединенных Штатах уже на протяжении 50 лет. Американцы с доходом ниже $1000 в месяц могут претендовать на денежное пособие до $200 на покупку продуктов питания. Семья из 4 человек без дохода может рассчитывать на $650 в месяц. Эта программа, ранее известная как фудстемпы, теперь называется программа помощи населению дополнительными продуктами питания. Раньше люди расплачивались в магазине с помощью продуктовых талонов. Это создавало определенные психологические проблемы. Сейчас расплачиваются с помощью специальных пластиковых карт, которые выглядят как обычные банковские карты. И этим многолетним опытом американцев заинтересовались российские власти. Система электронных карт для льготной покупки продуктов вскоре будет разработана и в России. Предполагается, что программа будет направлена не только на оказание адресной помощи социальным группам, которые получают доход ниже прожиточного минимума, но и на поддержку сельского хозяйства. Другими словами, на эти электронные карточки можно будет приобрести только отечественные продукты. Некоторые российские эксперты называют эту инициативу продолжением антисанкционных мер, а вовсе не попыткой борьбы с бедностью. По разным подсчетам, сегодня доходы почти 20 миллионов россиян ниже прожиточного минимума. Так как ставится вопрос заместителем министра промышленности и торговли, что эта программа имеет целью улучшение рациона питания вот этих групп населения, это звучит несколько, мягко говоря, странно и не очень этично, если представлять себе, что такое прожиточный минимум. Что в России расчет бюджета прожиточного минимума основан на концепции абсолютной бедности. То есть это означает, что вот та потребительская корзина и тот набор продуктов, который лежит в основе этого расчета, он рассчитан исключительно из физиологического минимума. Как рассказывает эксперт в области экономики и социологии, в России многие, кто живет за чертой бедности, являются работающими нищими. По данным мониторинга Центра социально-трудовых прав, 2015 год показал беспрецедентный рост социального недовольства в российских регионах. И эта ситуация послужила неким толчком для разработки карточной программы. Мне кажется, что вот введение этой карточной системы говорит о том, что государство серьезно предполагает дальнейшее серьезное ухудшение экономического положения населения.
По мнению эксперта, возможность введения в России карточной системы – это экстренная мера в кризисное время. И хотя в США программа льготной покупки продуктов за многие годы стала элементом планомерной борьбы с бедностью, во время экономической рецессии 2008 года эта программа приобрела большой размах. За помощью обращались не только бездомные и малоимущие семьи, матери-одиночки, иммигранты, но и неодинокие бездетные американцы работоспособного возраста. И сейчас, когда экономика Соединенных Штатов восстановилась, безработица снизилась до 5,1%, президент Обама сократил финансирование программы льготной покупки продуктов. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. Маленький Тбилиси в центре Москвы. Подробности у наших пражских коллег. Катерина, пожалуйста. Спасибо, Юлия. Дни грузинской культуры в Москве. Уже 5-й год подряд москвичи собираются на фестиваль Тбилисоба. В этот раз праздник был посвящен 125-летию Боржоми. В атмосферу праздника погрузилась и корреспондент настоящего времени Беата Бубенец. Мы пришли на Тбилисоба, скажем всем мы гамарджоба. У Боржоми юбилей, наливайте нам скорей. В этот день сад Эрмитаж погрузился в атмосферу настоящей ярмарки грузинской культуры. Начиная от сумочки, украшения ручной работы. Это вещи, которые делаем я, мои сестры и подруги моей сестры. Заканчивая традиционной грузинской кухней. У нас здесь есть филамуши, мадзони есть. Потом есть ассорти там из пхали. Хачапури, хинкали, пхали, шашлык готовили тут же. Кукурузная мука, вот, она варится. Когда оно сварится, бросаешь эту, как его, сыр или сулугуни, или этот имеретинский. А те, кто хотел сам научиться готовить хинкали или хачапури, могли принять участие в мастер-классе, организованном тут же. Мы готовим хинкали. Ой, нет, хачапури. Хачапури по-аджарски – это в виде лодочки, и там внутри яичко. Очень вкусное. На празднике можно было познакомиться с грузинской поэзией, грузинским кинематографом. А также с творчеством грузинских художников. Хорошо, что люди знакомятся, есть возможность познакомить их с представителями современного искусства Грузии. Ну и, конечно, не обошлось без традиционных грузинских песен и зажигательных танцев. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. Время передавать слово в Вашингтон. Юля, эфир ваш. Спасибо, Катя. 2 американских врача написали музыкальную комедию о медицинском обслуживании. Смотрите сюжет из Колорадо. Медицинский бизнес – это странный бизнес. Чем людям хуже, тем лучше нам. Эти шутливые сатирические частушки они написали, чтобы привлечь внимание людей к проблемам американской системы здравоохранения. Свой мюзикл они назвали «Damaged Care» – «Испорченный уход». На ночь аспирин звоните утром, пусть не излечим, карман набьем. Грег Лагана рассказывает, что все это началось почти 50 лет назад, когда вместе с Берри Леви они учились на медицинском факультете Корнельского университета. Тогда мы начали писать одноактные музыкальные миниатюры о жизни в медицинском колледже. Все это были пародии на бродвейские шоу. Закончив медицинский факультет, эти 2 врача начали выступать против всего, что они считали неправильным в системе медицинского обслуживания. Против ограничения приемов у врача 15 минутами, против ненужных операций, чрезмерного применения лекарств. Мало кто прислушивался к тому, о чем они говорили. И вот в один прекрасный день Лагане позвонил Леви и рассказал ему о своей сумасшедшей идее. Это было в 94 году. Он мне звонит и говорит: слушай, нам обоим в этом году исполняется 50. У нас на двоих 100 лет опыта. Никто еще не написал музыкальную комедию о здравоохранении. Вот что нам нужно сделать. Сегодня они представляют свои пародии на самых разных площадках. На симпозиуме в Колорадо сначала они представляли результаты своих исследований, а во время перерыва дуэт Damaged Care исполнил свою очередную композицию о злоупотреблении антибиотиками. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Катя, всего доброго.
Спасибо, Юля. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания.